Как известно, в Российской Федерации в настоящее время реализуется ряд приоритетных национальных проектов, таких как здравоохранение, образование, доступное жилье. В дополнение к ним, каждый из российских субъектов разрабатывает и реализует собственные программы и проекты, направленные на развитие той или иной сферы общественной жизни. Так, для Чеченской Республики таким проектом становится возрождение горных районов и возвращение в них жителей. В рамках именно этого проекта на прошедшей неделе президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров и совершил инспекционную поездку в высокогорный Нажаюртовский район Чеченской Республики. В ходе поездки он посетил Ибиной, где встретился с жителями этого горного села. В беседе с ними Кадыров отметил, что приехал узнать их проблемы и настроения. В свою очередь, местные жители заверили Рамзана Кадырова в своей поддержке его курса на развитие республики и поблагодарили за оказанное внимание к их проблемам. Глава республики отметил, что основная задача руководства – обеспечение достойной жизни в высокогорных районах республики. При этом он подчеркнул, что в целях возрождения именно этих районов и разработана в республике социальная национальная программа. Он подчеркнул, что в рамках этой программы текущий год объявлен годом возрождения Нажаюртовского района и заверил, что в ходе его восстановления ни один населенный пункт не будет забыт. Совсем недавно по историческим меркам горные районы Чечни были достаточно плотно заселены. Например, в начале 40-х годов прошлого столетия население современного Шатойского, Итумкалинского и Шаройского районов составляло не менее 120 тысяч человек. Сегодня в этих местах живет на порядок меньше людей. К тому же горные районы являлись центрами развитого животноводства. Причем здесь сложилась особая форма отгонного животноводства, позволявшая горцам содержать большое количество мелкого рогатого скота. Дело в том, что несмотря на наличие богатейших альпийских пастбищ, в горах чрезвычайно сложно собрать достаточное количество кормов на зиму. Эта уникальная система хозяйствования, сложившаяся на Кавказе еще несколько тысяч лет назад, была разрушена в Чечне до основания. Первым ударом по ней стала депортация 1944 года, а с восстановлением республики в 1957 году власти решительно воспротивились возвращению основной массы горцев на свои исконные места обитания. Связано это было в основном с тем, что горский тип хозяйствования никак не укладывался в рамки принятого в СССР коллективного хозяйства. Разбросанные по горам хутора невозможно было по-настоящему объединить в колхозы и совхозы. Более того, в 1965 году власти Чечено-Ингушетии развернули широкую кампанию по ежегодному переселению жителей горных районов на равнину. Еще одним ударом для горных районов стали массовые оползневые явления конца 80-х годов, что привлекло к вынужденному переселению на равнину не менее 20 тысяч горцев. Окончательный удар небольшим горным селениям нанесли две чеченские войны, вынудившие основную массу и без того немногочисленного населения горных районов бежать подальше от родных мест. Впоследствии далеко не все из них смогли вернуться к родным очагам. Сегодня практически полностью обезлюдили такие значимые для чеченской истории районы, как Наш, Галанчош, Чаберлой и другие. Именно поэтому в республике по инициативе Рамзана Кадырова разработана и работает специальная программа по возрождению горных районов. Разработка проектов, направленных на развитие горных районов, была начата еще в 2006 году. Именно тогда, с учетом условий и особенностей горной местности в районах, и были разработаны собственные проекты. Свои программы развития тогда представили Шаройский, Веденский, Курчалойский и Нажаюртовский районы. На основе всех этих проектов и была разработана общереспубликанская программа. Все эти соображения плюс возможные экономические выгоды лежат в основе стремления чеченского руководства в кратчайшие сроки возродить горные районы Чечни и вернуть в горы как можно больше людей. Причем наряду с программами по поднятию целых горных районов к реализации принимаются и проекты по возрождению отдельных сел. К примеру, 2008 год был объявлен годом Веденского района. За это время в районе было выстроена масса объектов социального значения от спорткомплексов до школ, больниц и дома для жителей. Нынешний 2009 год – год Нажаюртовского района, и его ожидают не меньшие перемены. В ближайшем будущем очередь дойдет и до других горных районов.
В реальности планов чеченского руководства убедился и первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин, который недавно побывал в республике с визитом. Он высоко оценил работу руководства по восстановлению горных районов республики и отметил, что впечатлен от того, что увидел. За 2 последних года в районах произошли существенные изменения. Во всех населенных пунктах проведены газопроводы, электричество, восстановлены социальные объекты, жилые дома, мечети, парки отдыха, строятся мини-заводы, позволяющие создать рабочие места, создаются условия для занятости местной молодежи. Как только здесь эта дорога будет дальше сделана, я чувствую, это будет одно из самых привлекательных мест для гребня. Вот прошлое лето, там везде было занято места. Все палатки поставили там. Да, с Украины, с Подмосковья, с Ростова, со Ставрополя приехали люди отдыхать. После ряда встреч жителей горных селений, которые при всем желании не могли в них вернуться, президентом Рамзаном Кадыровым было дано поручение восстановить горные села. При этом речь идет не о простом строительстве новых домов для горцев. Ставится более широкая задача по восстановлению экономики, развитию бизнеса и созданию большого числа постоянных рабочих мест. Предусмотрена программа и финансирование всех планируемых работ. Основную часть нагрузки на себя взяли республиканский бюджет и региональный общественный фонд имени Ахмад-Хаджи Кадырова. Дополнительное финансирование подразумевает активное привлечение инвесторов и социальные соглашения с различными финансовыми структурами. Один из примеров такого подхода – заключенное 13 апреля соглашение о партнерстве между руководством Чеченской Республики и правлением открытого акционерного общества Россельхозбанк, подписанное президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и председателем правления открытого акционерного общества Россельхозбанк Юрием Трушиным. Документ предусматривает взаимодействие сторон, направленное на поддержку и развитие сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных и фермерских хозяйств, улучшение условий проживания на селе. Чеченская сторона будет осуществлять финансирование мероприятий госпрограммы за счет республиканского бюджета и внебюджетных средств. В свою очередь, Россельхозбанк будет ежегодно увеличивать кредитные вложения в АПК Чечни. Соглашение заключено сроком на 5 лет. Мы наоборот, в период кризиса, в соответствии с договором, который мы подписали с Рамзаном Ахматовичем, будем увеличивать кредитный портфель, увеличивать кредитование реального сектора, дабы поддержать экономику республики, создать рабочие места и сгладить те кризисные явления, которые сегодня есть. Относительно Нажаюртовского района. В данное время в районе уже полным ходом воссоздаются здания школ, больниц, строятся дороги и мосты. В горах от аула к аулу прокладываются асфальтированные дороги. Такого здесь, по словам местных жителей, не было даже в период расцвета советской власти. Особенно жителей района радует строительство новых зданий. Большое внимание уделяется строительству дорог и мостов. Уже построены дороги, соединяющие села Мехкиты, Нажаюрт, Нажаюрт-Саясан, Нажаюрт-Биной. В настоящее время идет ремонт дороги, связывающей селение Замаюрт с селом Галайты. Сегодня Чеченская Республика демонстрирует миру модель мирного развития в тяжелый поствоенный период. Социально-экономическое развитие республики строится на основе действующих законов Чеченской Республики и Российской Федерации. Восстановлено и построено заново сотни жилых домов и мечетей, школ и больниц, детских садов и ветлечебниц, домов культуры и административных строений. Программа возрождения горных и высокогорных районов также дает свои результаты. Газифицированы и электрифицированы даже те села, в которых ни газа, ни света не было и в советские времена. Если горные села раньше соединяли узкие тропы или разбитый проселок, то теперь в большинстве мест уложены асфальтированные дороги. Надо отметить, что дни сдачи объектов в горах превращаются в настоящие праздники. Каждое открытие сопровождается религиозными обрядами, а также концертами художественной самодеятельности. А это значит, что в высокогорные районы республики возвращается жизнь. И хвала Аллаху, жизнь, достойная чеченских гор. نخشي حوني حاجنتي وقتش نبو